Всем привет! В начале января 2025 года два частных самолета вылетели из Бишкека в Верону. Это было началом интересной истории. Мы начали расследование, чтобы понять, кто был на борту и что скрывают эти полеты. Перед Новым годом мы узнали, что семья президента планирует отдых, и, о чудо, 2 января два самолета поднялись в воздух и направились в Италию. И оба самолета приземлились в городе Ромео и Джульетты в Вероне. Спустя час в небо поднялись 3 вертолета, которые доставили пассажиров в горнолыжный курорт Артезея. Это место славится роскошными шале и удобствами. 12 января самолет прилетел обратно из Вероны в Бишкек, только на одном самолете Аэробусе 319. Так, во сколько обошлась такая поездка? Стоимость аренды Аэробуса туда и обратно составляет 500 000 евро и выше. Второй самолет, полет в одну сторону обошелся бы 93 000 евро. 3 вертолета до курорта Артезея около 10 000 евро в одну сторону. Туда и обратно это 20 000 евро. Снять 5-звездочный отель на 15 человек стоит 230 000 евро. Итого приблизительная стоимость 10-дневного отдыха пассажиров самолета составила 850 000 евро или 75 миллионов сомов. Для сравнения, это 7 000 пенсий. Мы продолжили искать дальше, что удалось найти после небольшого объявления. Вы считаете наше расследование важными для страны? Дайте нам еще больше возможностей. Присоединитесь к нашей борьбе за правду, поддержите нас на Patreon. Ежемесячная поддержка от $1 и выше. Ссылки в описании к видео. Один из самолетов, участвовавших в поездке, зарегистрирован на авиакомпанию Zafir Air. Мы обнаружили очень интересный факт, связанный с этой компанией. В июне 2021 года Садыр Джапаров посетил с официальным визитом Турцию. Но среди официальных мероприятий было еще одно неофициальное. На инстаграм-аккаунте авиакомпании мы можем наблюдать это видео. Страсть к роскошным авиаперелетам не только у Садыра Джапарова. Буквально через полгода там же на осмотр частных самолетов приехал еще один политик, спикер Центральной Африканской Республики. К слову, Центральная Африканская Республика – одна из крупнейших экспортеров алмазов в мире. Но сама страна – 4-я беднейшая во всем мире. Визит Садыра Джапарова имел результаты. В следующие годы самолеты Zafir Air начали регулярно прилетать в Кыргызстан. Было зафиксировано мной 61 вылет из аэропортов Бишкек и Тамчи. И это лишь предварительные данные, полетов может быть и больше. Этот же самолет нам уже знаком. Мы рассказывали о нем в предыдущем расследовании. Тогда также мы проверяли сообщения о прилете известных фигур в Кыргызстан, и даты приезда совпали с прилетом двух самолетов Zafir Air. TSVHZ вылетел из Бишкека в 15:00, а TCMZE прибыл из Тель-Авива, Израиля, и начал снижение над Балахчи в 16:01. Данные подтверждают, что оба самолета оказались на взлетной полосе почти одновременно. На днях авиакомпания Zafir Air опубликовала фотографии, и мы увидели, как выглядит изнутри Аэробус 319 с бортовыми номерами
TC-VHZ. Салон самолета поражает роскошью, просторные кожаные кресла, индивидуальные зоны для отдыха и работы. Этот самолет, который ранее отсутствовал на сайте среди доступных для аренды, теперь мы все узнали, к какой жизни стремятся лидеры беднейших стран мира. Латвийская авиакомпания предоставляла свои самолеты для президента Кыргызстана. Мы обнаружили 9 рейсов в 2024 году, в том числе прилеты в Бишкек из таких городов, как Москва, Анкара и Дубай. Тем более, на сайте президента не опубликовали фото самолета. Но издание Акипресс опубликовало видео прибытия Садыра Джапарова в Казахстан. И тут мы видим две полоски, характерные для самолета Embraer Legacy 600. В 2023 году на самолете авиакомпании Union Aviation президент слетал в Астану. После нашего расследования вот что ответил пресс-секретарь президента. Мы сейчас рассматриваем возможность приобретения в лизинг одного из этих бортов. Компания, с которой мы это прорабатываем, предоставила нам на безвозмездной основе этот борт в Астану. Мы понесли расходы лишь на заправку. В ближайшее время будет принято решение о приобретении одного из этих бортов в лизинг, сказал Султанбаев. Итак, две авиакомпании, так или иначе имевших дело с Садыром Джапаровым, сделали не менее 70 рейсов с сентября 2024 года. Это фактически по одному рейсу каждые 3 дня. И это не в первый раз, когда подозревают, что Садыр Джапаров отдыхает на Новый год в Европе. В 2023 году инстаграм-аккаунт KG Новости разместил инсайдерскую информацию, что президент отдыхал на Новый год в Куршавеле. И мы тогда нашли рейсы из Кыргызстана. Бомбардир Global Express XRS с бортовым номером YL-DAN полетел во французский город Гренобль 2 января. А 10 января был обратный рейс из Гренобля в Бишкек с посадкой в Анкаре. Эти даты совпадают с информацией на инстаграм-странице KG Новости. В 2024 году было сообщение о полете президента в Милан. И это тоже подтвердилось через трекеры полетов. В Милан полетел Аэробус 319. И спустя 3 месяца этот самолет был куплен президенту как первый борт. Новое воздушное судно Airbus A320. А недавно, в марте, мы уже получили дополнительные подтверждения, что на этом самолете в Милан летал президент. Этот же самолет был представлен Кыргызстану как новоприобретенный президентский борт. Полеты частными самолетами могут себе позволить люди с активами в сотни миллионов долларов, а с такой регулярностью могут себе позволить лишь олигархи с активами не меньше миллиарда долларов. А таких в Кыргызстане официально не существует. Вы зададитесь вопросом, почему это важно? Если чиновник сам заплатил за отдых, это может быть незаконным обогащением. Если это бюджетные деньги, это может быть растратой. А если оплачено спонсорами, это коррупция. Расследование продолжается. Буду держать в курсе событий. До новых встреч. Кызык жашоо башталды, иштетеле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштады. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.